Здравствуйте! В эфире передача «Будем вместе». Для выпускников детских домов очень важно сделать правильный шаг в определении дальнейшей самостоятельной жизни. От того, какой путь они выберут, будет зависеть их судьба. Героиня нашей сегодняшней передачи – выпускница Чульманского детского дома Дарья Кронгаус. Учусь в СВФУ уже второй семестр, у меня первый курс. Учиться интересно, преподаватели хорошие, интересные предметы. Бывает сложно, но если постараться, можно справиться. Почему ты выбрала именно такую специальность? Промышленное гражданское строительство. По нескольким причинам. Во-первых, потому что строители всегда востребованы. Эта профессия никогда не устаревает. Во-вторых, потому что у меня есть способности к черчению именно. Я с детства любила конструкторы собирать. И вообще мне это интересно и близко. У меня стипендия повышенная, как зарплата у человека, на которую можно спокойно жить, одеваться, платить за квартиру. Вот тоже квартира как льгота мне была дана, когда я школу закончила. Так что у меня есть свое жилье, есть стипендия, которая меня обеспечивает, пока я не закончу весь курс своего обучения, либо пока меня не отчислят. Так что учиться возможность есть. Стараюсь делать все своевременно, потому что, когда началась учеба в институте, я поняла, что все, что я прогуляла в школе, оно мне бы очень пригодилось. И оно никуда не девается, оно просто копится все, и это все приходится нагонять. Ты воспитывалась в Чульманском центре. Расскажи немножко о своей жизни в центре. Там уютно, делается ремонт каждый год, условия хорошие, сбалансированное питание. Я поняла, что это очень важно, когда начала жить самостоятельно. На что питание там на высшем уровне. Воспитатели хорошие, тоже ничего плохого не скажу. Всегда можно обратиться за помощью к любому, если что. С документами всегда все вовремя, все как надо. С лечением. Бывало, дети поступали такие, что даже разговаривать не могли. Бывало, всегда лечат, все делают. Благодарна всем. От директора до поваров и техничек наших, потому что все прекрасно. Но есть особенно такие люди, к которым я сердцем больше прикипела. Вот не льщу, говорю правду, как Татьяна Арсентьевна, как Елена Валентиновна, как Светлана Владимировна. Конечно, директору большое спасибо отдельное. Она очень мне помогла, выбила мне квартиру. Я себя считаю достаточно самостоятельной и за поддержкой не обращаюсь. Но я уверена, что если бы я обратилась, то мне бы оказали, потому что я видела, что много выпускников приходили, и сколько бы лет назад не выпустились, им всегда помогали. У меня пока, слава богу, не было надобности так вот обращаться, но не сомневаюсь, что помогут. Серьезность и целеустремленность помогают Дарье успешно учиться и позволяют ей делиться опытом из своей жизни. Дам совет очень близкий для меня, то, что я поняла на себе лично. Вот когда ты выпускаешься, не стоит думать, что вот я сейчас немножко отдохну, погуляю, а потом начну. Нужно сразу хватать жизнь в свои руки и начинать делать все сразу. Потому что если ты только на минутку присядешь, то все. Буквально ты потеряешься. Справедливость слов Дарьи ярко видна на примере еще одной нашей героини – Лены Якушевой. Лена, так же как и Дарья, выпускница Чульманского детского дома. Это наша Леночка Якушева. Она учится, это наша выпускница. 2 года назад она у нас выпустилась. После 9 класса поступила в колледж учиться. Я поступила в колледж в 2017 году. Сейчас учусь на 2 курсе. Профессия моя будет мастер жилищно-коммунальных услуг. Учусь я на отлично. Хочу вытянуться на красный диплом. Социальная стипендия у меня составляет 20 тысяч в пределах, может даже 18. И есть повышенная стипендия как отличница 2,5. Умница, Леночка, мы тобой очень гордимся, что ты у нас отличница. Спасибо. Ну вот расскажи о жизни в Чульманском центре. Как тебе жилось, яркие воспоминания какие-то? Жилось хорошо. В моментах даже бывало и очень, то что бывало, была сплоченность как-то между детьми. Мы пели, танцевали, занималась спортом.
Активная жизненная позиция Лены помогает ей успешно учиться, не пасовать перед трудностями и с уверенностью смотреть в будущее. Мы продолжаем знакомить вас с детьми, которым нужна семья. Знакомьтесь, Аслан. Мальчику 14 лет. Несмотря на ограниченные возможности здоровья, Аслан очень умный, рассудительный и позитивный. Доброта и отзывчивость мальчика покоряют всех, кто его окружает. Я люблю заниматься, лепить, раскрашивать, телевизор смотреть, фильмы военные смотреть. Люблю праздники всякие. Я люблю танцевать. Да, танцевать могу. Я мечтаю стать полицейским. Мы очень надеемся, что найдутся те, кто примет Аслана в свою семью и поможет реализовать его мечту. Меня зовут Алена, мне 16 лет. Я люблю играть в разные игры. Люблю кататься на санках, люблю в снежки играть. Кем бы ты хотела работать? Поваром. Повар. А что ты любишь готовить? Ты умеешь готовить? Да, Вот. А что любишь готовить? каши разные. Перловку. Алена нуждается в заботе и в поддержке и очень надеется обрести семью. Меня зовут Настя, мне 16 лет. Я учусь в 9 классе. Настя, а чем ты увлекаешься? Что ты любишь делать? Я люблю играть, рисовать. А рисуешь что? Домики там всякие разные. А музыку слушаешь? Да. Вот какую музыку? Ну, какие группы или каких исполнителей? Не знаю. Всякие слушаю. Ага. Разную музыку слушаешь, да? Настя, ну вот школу ты закончишь, и какие у тебя планы? Снять квартиру, найти себе мужа и машину. А учиться ты будешь? Да, да. А на кого выучишься? Наверное, на повара. Настя – добрая и послушная девочка. Она с удовольствием выполняет поручения и учит своим примером младших детей. Настя охотно участвует во всех мероприятиях, особенно любит читать стихи. На дорожку птичка прыг, разбивая чик-чирик, стало солнце прикрывать, нам пришла весна опять. Где-то коркой снег лежал, ручеек вдруг побежал. Стало солнце прикрывать, нам пришла весна опять. Настя мечтает жить в семье. Меня зовут Крана, мне 16 лет. Я умею полы мыть, учиться и вытирать, посуду мыть, рисовать, писать, музыку слушать и мультики смотреть. А музыку ты какую слушаешь? Все. А, разную. А в школе какой у тебя любимый предмет? Математика, русский, чтение и все. Так, ну а что ты любишь делать? Какие-то поделки, может быть? Да. А покажешь? Покажи-ка. Вот. Какая красота. Сама сделала, да? И вот
сама сделала? Угу. Молодец. Ты у нас мастерица. Ладно, вот ты у нас заканчиваешь 9 класс. А дальше, ну что, будешь учиться или пойдешь в какую-то специальность рабочую получать? Ты подумала, да, что ты будешь делать дальше? А ты бы на кого хотела выучиться? На учителя. Учителя? А какого предмета? Ну, математики. Математики? Молодец. Значит, ты очень хорошо знаешь математику. Угу. Клара, а ты знаешь, зачем я тебя снимаю? Чтобы взяли, ну, семью. Молодец, Клара. А в семью ты хочешь? Угу. А в какую семью бы ты хотела попасть? Ну, большую. Большую. Чтобы там были мама. Угу. А мама какая должна быть? Хорошая, красивая, умная, добрая, ласковая, нежная. Ну, Молодец, Клара. Мы желаем, чтобы у тебя обязательно была семья. Мы очень надеемся, что для детей, героев нашей рубрики «Ищу семью», семья найдется. Верим в то, что выпускники детских домов не спасуют перед трудностями в первые годы и смогут осознанно стремиться к стабильной и успешной самостоятельной жизни. Мы встретимся с вами через неделю. Всего вам доброго. До свидания.